Мы рады приветствовать вас на нашей площадке. Сегодня мы обсудим ответственность за развитие нашего города и его перспективы с нашим гостем Евгением Григорьевым. Друзья, внимание на экран. Евгений Григорьев – новое лицо для якутской политики. До выборов 2021 года мало кто его знал. Придя в руководство столицы в 2019 году, уже в 2021 он победил на выборах, но встретил различную реакцию. Если одна часть горожан его поддерживает, то другая относится со скептицизмом. Молодой глава Якутска имеет хорошее образование. Дипломы 3 рейтинговых московских университетов по менеджменту, юриспруденции и государственному управлению. Своей главной задачей Евгений Григорьев называет стать хорошим мэром Якутска. На этом посту он хочет проработать минимум 10 лет. Несмотря на амбициозные планы главы города, немногие могут назвать Якутск комфортным городом для жизни даже в перспективе. Почему молодежь уезжает? Сможет ли Якутск стать комфортным городом для жизни? Справится ли новый мэр? Друзья, проблема развития нашего города с каждым годом играет все большую актуальность. И в ответе ли за все один человек? Для того, чтобы разобраться в этом, вам нужно разделиться на две группы. Пессимисты – это те, кто считает, что если ты занимаешь руководящую должность, то ты ответственен за все, что происходит. Мэр города единолично и полностью отвечает за состояние всех сфер жизнедеятельности города. Оптимисты же считают, что на состояние сфер жизнедеятельности города играют различные факторы, и ответственность на одном человеке она не должна стоять. Итак, выбираем зоны. Оптимисты справа. Пессимисты слева. Делимся. Друзья, встречаем нашего героя. Новый мэр Якутска Молодой и амбициозный. Евгений Николаевич Григорьев. Евгений Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте. Ну что, сейчас вам дается минута, в течение которой вы можете много рассказать о себе. Да, можете начинать, Евгений Николаевич. Да, добрый день. Меня зовут Евгений Григорьев. Мне 36 лет недавно исполнилось, вот несколько дней назад. С января месяца, исполняя обязанности главы города Якутска, в конце марта в результате конкурентных выборов избрался главой города Якутска. Очень рад возможности сегодня пообщаться с молодежью, ответить на вопросы, связанные с развитием города Якутска, ну и, соответственно, с моей прямой работой. Спасибо. Давайте поаплодируем нашему гостю. Ну что, Евгений Николаевич, сейчас у нас краткое блиц-интервью. То есть быстрые вопросы, быстрые ответы, ну и затем мы перейдем к вопросам от наших гостей. Итак, первый вопрос. Что раздражает вас в Якутске? Да нет такого. Нет такого. Да. В школе вы были задирой? Моментами, да. Как относитесь к хейту? Есть и есть. От него никуда не денешься. Мы знаем, что вы активно занимаетесь спортом. А помимо спорта, как вы боретесь со стрессом? Вот, к сожалению, в последнее время со спортом вообще никак не занимаюсь. Времени не хватает. Поэтому, наверное, со стрессом никак не борюсь. Вы живете со стрессом прямо сейчас? И не знаю, я не ощущаю его, наверное, нормально. А как бы вы себя описали? Как себя описал? Всегда очень тяжело давать себе описание. Пусть лучше люди опишут. А вы нравитесь себе? Я не задавался этим вопросом. Нормально к себе отношусь. Вы вернулись из Москвы, потому что вам было хуже там, чем здесь. Есть ли в планах вернуться туда? Нет, я вернулся, потому что у меня мама заболела. На самом деле я вернулся по этой причине, но потом, как бывает, за проектом проект затягивает, и уже остался жить здесь. А есть ли в планах вернуться? Нет. Кому вы благодарны за то, чего достигли на данный момент? Родители. Только родители.
Бывает ли вам стыдно за те неприятные события, что происходят в городе, в Якутске? Стыдно? Да, но, наверное, не только стыдно, надо сразу делать какие-то выводы, потому что посмотреть на ситуацию с точки зрения, какие есть упущения и ошибки, и что нужно было сделать по-другому, чтобы получить другой результат. Что изменилось в вашей жизни с избранием главой города? Ну вот очень сильно появилось хейта, обоснованного, необоснованного. Но это, наверное, часть работы. Ну и публичность большая появилась. Куда бы ни пришел, везде узнают. А что изменилось в вас самом? Много чего. Это вот нужно перечислять. Наверное, это график работы поменялся вообще просто очень сильно. Очень сильно изменилось количество времени, которое можно потратить там, на семью, на какие-то свободные увлечения. Спорт вообще, к сожалению, пропал из жизни пока. Ну, только начинаем работать, поэтому в основном весь упор на работу. С течением времени будем выравнивать все это дело. Окей, последний вопрос. Бывает ли такое, что вы чувствуете лесть со стороны своего окружения? Ну, я стараюсь в окружении таких людей не держать. Нет, нет такого. Хорошо. Давайте еще раз подарим аплодисменты гостю. Итак, перед вами сегодня те, кто попытается узнать вас сегодня поближе. Это у нас и студенты, и рабочая творческая молодежь. Слева от вас расположились пессимисты. Они считают, что если вы занимаете руководящую должность, то полностью ответственны за то, что происходит. Мэр города единолично и полностью отвечает за состояние всех сфер жизнедеятельности города. Понятно. Справа от вас расположились оптимисты. Они считают то, что на развитие всех сфер, за сферы жизнедеятельности нашего города не может быть ответственен один человек. Ну и это наш сегодняшний оптимист. Друзья, вопрос к вам. Расскажите, почему вы оказались в той или иной группе? Чем обусловлен ваш выбор? Давайте начнем с пессимистов, конечно. Я выбрала сторону пессимистов, потому что, несмотря на то, что звучит очень категорично, со словами единолично и так далее, конечно, влияют разные факторы, но ответственность должен взять человек, который занял руководящую позицию, это 100%. Спасибо. Так, оптимисты? Сегодня я заняла позицию оптимистов, потому что я понимаю, все решения в городе, их трудно удержать в одной голове. И, конечно, отвечать за все структуры, архитектура, транспорт, экономика, это очень трудно, держать все у одного человека в голове. Поэтому важно, чтобы у города были люди, на которых будет держаться та или иная структура. Хорошо, когда все стекается к одному, но все-таки должны быть люди, которые готовы вас поддержать. Поэтому сегодня я здесь. Здорово. Я тоже согласна с Ирой в том плане, что да, это не должно распределяться на одного человека, но мэр — это как раз то лицо, которое берет на себя ответственность, руководящую должность. Поэтому я считаю, что ответ должен нести за большую компанию все же один человек. Хорошо, спасибо. Оптимисты? Насчет позиции пессимистов я отчасти тоже согласен, но, во-первых, Евгений Николаевич тот человек, который мы выбрали, доверили сформировать команду, которая будет отвечать за всю жизнедеятельность города Якутска. Поэтому я думаю, что все-таки, как вы правильно сказали, удержать и физические, и моральные силы, перекладывать на ответственность на одного человека, это, конечно, неправильно. То есть Евгений Николаевич у нас должен быть тем человеком, который должен сформировать ответственных лиц за все сферы нашей жизнедеятельности, нашего города. Спасибо. Пессимисты? Здравствуйте, меня зовут Докторов Нергун. И я тоже выбрал сторону пессимистов. Ну, почему, да? Если смотреть именно на нашу ситуацию, да, город у нас, не миллионный, да, и не маленький, но и небольшой. Соответственно, и у нашего мэра есть поддержка 44% населения, как по выборам показали, да. Есть поддержка правящей партии, представлять Единую Россию. Поэтому можно сказать, что поддержка полная есть, и поэтому и мэр должен брать всю ответственность на себя. Здравствуйте, меня зовут Арина Парфенова. Я сегодня на стороне оптимистов, потому что считаю, что все мы люди и все мы устаем всегда. Это все-таки большая
нагрузка и физическая, и моральная на человека, когда вся ответственность сваливается только на одного, когда все люди требуют только с одного человека. И считаю, что правильно распределить все обязанности и работать в команде. Спасибо. Спасибо. Пессимисты. Здравствуйте. Меня зовут Алена. Я сегодня приняла позицию пессимистов. Так же, как сказали уже мои коллеги по группе, эта позиция прозвучала очень категорично, но тем не менее, я думаю, всем понятно, что один человек не может управлять всеми сферами жизни. И мы все понимаем, что это распределяется на очень многих людей. Но тем не менее, спрос должен быть одного человека, поскольку вы лицо этого города. Соответственно, к вам все вопросы. Спасибо. Я считаю, что нету человека, который может разбираться абсолютно во всем и абсолютно в этом прекрасно. Я считаю, что мэр города, он должен именно набрать возле себя команду лучших из лучших, чтобы они отвечали за свою сферу. А уже эти люди должны отчитываться нашему мэру, и мэр уже должен перед нами отчитываться, грубо говоря, о том, что какие проделаны работы и так далее. Спасибо. Спасибо. Давайте еще одно мнение. Мне действительно кажется, что мэр — это человек, который был готов к ответственности, это человек, которого мы избрали, это человек, который действительно должен отвечать за город, за состояние города. И я очень согласен со своими согруппниками, и поэтому буду держать свою позицию, наверное, до конца, но посмотрим. Спасибо. Ну и давайте перейдем к вашим вопросам, нашему гостю. Пожалуйста, давайте начнем этот раз с оптимистов. Назовите, пожалуйста, главные проблемы города Якутска. Первое место – это строительство школ, строительство детских садов, чтобы вообще поднять уровень образования, не только построить, но и поднять уровень. Раз. Вторая большая проблема, она связана с инфраструктурными ограничениями, которые сегодня есть в городе Якутске. Это, во-первых, система водоотведения, ливневая канализация, которая сегодня есть бытовая, техническая. И вместе с тем, параллельно с ней у нас большие ограничения сегодня. 7-я шумовая подзона, зона подтопления. Это все ограничивает дальнейшее развитие, инвестиционное развитие города Якутска. Там, где нету стройки, там, идет упадок. Как только мы решим эти ограничения, мы массово начнем строить. Но строить надо начать там, где у нас сегодня есть проблема с ветхим аварийным жильем. Нужно расселять. К сожалению, в городе Якутске сегодня больше 1000 домов, деревянных, двухэтажных, многоквартирные дома. И поэтому по количеству этого жилья мы, наверное, лидеры в нашей стране. К сожалению, это так. Очень сложный город в климатическом плане, плюс грань, которую нужно решить. Наверное, 3 основных проблемы, которые необходимо сегодня в первую очередь решать и о которых нужно ежедневно в голове держать, когда принимаешь решение. Затронули тему образа. Вы являетесь публичным человеком, медийной личностью, у вас активный инстаграм-аккаунт. И как вы относитесь к тому, чтобы показать свою личную жизнь, чтобы дать людям понять, какой вы на самом деле человек? Да, здесь к этому вопросу много было ко мне претензий во время избирательной кампании от лица штаба, почему ты не хочешь показывать жену, детей. Вы знаете, я с момента 11 января на себе резко ощутил груз публичности. Это когда ты заходишь в магазин, тебя стоят фотографируют или что-то такое. Да? Я очень люблю свою семью, и я дорожу тем, чтобы они могли жить спокойной жизнью. Вы же не знаете, как выглядит моя жена. Возможно, она сегодня утром сидела рядом с вами, кофе пила. Я хочу, чтобы мои детишки не были обременены тем, чтобы их тыкали, говорили, это дети мэра. Я хочу, чтобы они жили со всеми в одинаковых условиях. Они никогда не будут кичиться этим, никогда точно. Поэтому пусть они живут своей обычной, спокойной жизнью. Я не хочу их показывать, потому что я оберегаю и люблю их. Евгений Николаевич, вы являетесь мэром самого крупного города, который расположен на вечной мерзлоте, на многолетних мерзлых породах. Какие сложности встречает мэр в связи с этим природным фактором, который мы имеем? Город действительно находится в экстремальных условиях.
Я не побоюсь того слова, и, наверное, скажу точно то, что в России это один из самых сложных городов управления. Наверное, в мире также. Нет сравнений. И здесь вот понимание одно у меня возникло. Если мы хотим жить комфортно, безопасно, по-современному, это не может быть дешево. Вот, обеспеченность бюджета в нашем случае должна быть высокой, городского. То количество людей, которые сегодня живет в городе Якутске, это 35-40% от населения всей республики, оно требует соразмерного выделения денег из республиканского бюджета. Поэтому первая задача, которая сегодня сводится, это увеличение бюджета города Якутска. Я считаю, достойно, чтобы жили в благоустроенном, комфортном городе. Но это не появляется просто так. Для этого нужно вкладывать деньги в строительство, в эксплуатацию всего этого дела. Поэтому первая задача, которая сложная задача, это сегодня увеличение бюджетной обеспеченности города Якутска. Короткий вопрос, но хотелось бы узнать лично ваше мнение. Как вы оцениваете работу мэрии по шкале от 1 до 10? Сложный вопрос. Да, здесь единица это очень плохо, да? 10 это супер. Ну, наверное, знаете, вот в этой ситуации, когда в оценках, я все-таки приверженец мнения, что важен тренд, а не текущее состояние. Вот тренд, я считаю, мы сейчас идем на увеличение. Мы получили четкие базовые ориентиры, по которым мы должны двигаться. 8 сентября подписан указ главы республики о социально-экономическом развитии города Якутска на 10 лет ближайшие, до 2032 года. В нем обозначены конкретные цели, к которым мы должны прийти. Вот я как технократ люблю тогда, когда цель конкретная и четко обозначена во времени, и мы понимаем, как ее измерять. Вот поэтому достигнуто это, мы, значит, сегодня формируем программу по увеличению бюджетной обеспеченности города Якутска. Поэтому, наверное, мы где-то от 5 и выше, да, но явно где-то, наверное, 6-7. Вот, но идем на рост, и это важно. Здравствуйте, Евгений Николаевич. Сейчас у горожан растет запрос на развитие Якутска как комфортного города. Вы много лет проучились в Москве, видели, как преображается Москва. Считаете ли вы Якутск комфортным городом и какие меры вы и ваша администрация будете принимать для развития Якутска, для того, чтобы город становился как можно более комфортным? Очень хороший вопрос, спасибо большое. Здесь, если сказать на вопрос, является ли город комфортным по сравнению со всеми другими городами, которые есть на территории России, то, наверное, не очень. Если сказать, считается ли город Якутск комфортным по сравнению с тем, что было 10 лет назад, наверное, да. Здесь нужно понимать следующую вещь. Сегодня города конкурируют за жителей. Вот вы сегодня молодые ребята сидите, и задача любого, кто будет сидеть на моем месте здесь, как руководителя города, это обеспечить, чтобы молодежь никуда не уезжала. А еще лучше, чтобы приезжала извне. Потому что количество экономически активного населения – это есть прямая налоговая база, которая дает развитие валового регионального продукта, и как вытекающая из этого местного бюджета. Поэтому сегодня для молодежи, для вас, очень важно остается это та среда, в которой ты живешь ежедневно. Те общественные пространства, общественный транспорт, значит, возможность провести где-то досуг. Поэтому обеспеченность в городе Якутске общественными пространствами комфортными ниже среднего. Насколько город сегодня благоустроен, ниже среднего. У нас большая задача сегодня за ближайшие 10 лет сделать рывок того, как это было сделано. Я смотрел недавно на досуге, поздно вечером на работе смотрел фотографии 20-летней давности Казани, 20-летней давности Москвы. Москва, конечно, уже 20 лет назад была комфортной, но Казань 20 лет назад, она не была такой, какой является сегодня. Поэтому я считаю, что у нас город компактнее, меньше, и вот центральная часть его благоустройства в течение ближайших 5 лет мы подтянемся. Евгений Николаевич, мы думаем, что и вам, и аудитории будет интересно посмотреть на мнение горожан. Во-первых, мы узнали у них, что они думают лично о вашей работе, об ответственности, и непосредственно о том, лежит ли ответственность только на руководстве, либо на горожанах. Давайте посмотрим. Внимание на экран.
Как вы считаете, почему молодежь уезжает из Якутска? Там тепло, наверное. Тут все дорого. Все дорого у нас. Здесь хорошо, но очень совсем не продвинуто. Потому что тут очень холодно. То есть влияют только климатические условия? Я думаю, да. Остальное уже все хорошо. Что тут перспектив нет никаких. Я сам скоро уезжаю. Работы нет для молодежи. Уже все заняты. Потому что климат достаточно холодный. Еще Ну и плюс к этому грязный город. И не следят за этим городом. Но все с каждым годом все хуже и хуже становится. Должны ли граждане нести ответственность за развитие города? Или это дело только руководства? Нет, это общее дело. Граждане тоже должны нести ответственность. Не, ну конечно, даже по благоустройству, где живут, должны как-то облагораживать свое жилье и дворы, в принципе. И вообще как-то быть более дружелюбнее к другим людям. Да, конечно же, это все исходит от людей, от граждан, да, можно сказать. Какие осознательные граждане города, такой и чистый и развивающийся город. Как бы они тоже должны быть отвечать за это. Горожане? Да. В какой-то мере, да? Хотя бы не мусорить. Ну, потому что вот так же идти по городу, и люди просто идут и выкидывают бумажки, мусор этот. Они сами за собой не следят. Ну и также и от администрации, уровня-то нету. Что вы думаете о работе нового мэра? Нормально. Как вы относитесь к работе нового мэра? Нормально пока. А что вам нравится в его работе? Ну, пока тут же срок маленький еще. Рано еще? Рано еще сказать что-нибудь. И вижу работы его совсем. То есть никаких действий вам? Да, изменений нет. Или, может, еще рано? Ну, уже столько прошло. Я думаю, уже пора бы начать действовать. Пока никак. Он еще себя... Рано делать выводы, да? Да. Еще себя до конца не показал. Кто он? Я просто не смотрю. Пока никак. Я не увидел пока каких-то результатов. Ну, посмотрите, выйдите на улицу, пройдитесь по городу, посмотрите, что не сделано. На мой взгляд, ничего не сделано. Как вы видите из опроса, многие считают, да, что какие-то выводы делать рано, и что все же ответственность она лежит на горожанах в том числе. Тем не менее, говорить о том, что времени прошло много, я считаю слегка ошибочно, ведь выводы можно сделать уже сейчас. Учитывая то, что 2 года Евгений Николаевич отвечал за развитие территорий, мусорная проблема обострилась как раз-таки в последние годы. Ну, интересно вначале узнать мнение наших участников. Давайте снова с пессимистов, наверное, начнем. Я не совсем согласна с согражданами, потому что у нас очень сознательное население на самом деле. Люди сами открыли умный разбор, люди сами проводят у себя дезинфекцию и прочее. Но дело в том, что со стороны администрации мы не видим действий. Потому что даже если сравнивать с прошлым годом, благоустройство не было проведено вообще. Этим летом даже сердце города, площадь Ленина, не было озеленено. И город также в дальнейшем тоже не был озеленен. Это касательно лета. А вот насчет мусора, свалка, она никак не обрабатывается, никто из нее ничего не вывозит. Мусорная проблема стоит очень остро, хотя люди сами пытаются сделать разборы. Поэтому как с этим бороться? С точки зрения объемов, которые сделаны в этом году по благоустройству, никогда столько денег в благоустройство города еще не вкладывалось и столько работ не делалось, сколько сделано за это лето. Посмотрите дворовые территории, которые мы сделали в этом году. Если раньше в год 3 двора ремонтировалось, то в этом году мы удалось убедить и вовлечь в это дело не только местный бюджет, не только республиканский бюджет, но и частный капитал. Люди сами инвестируют в развитие своего города. С точки зрения озеленения города, ровным счетом в озеленение было столько же, сколько делалось в прошлом году. Площадь Ленина, она озеленяется за счет сил службы эксплуатации технического обслуживания, это республиканская структура, и они ровно столько же, сколько посадили в прошлом году, посадили. С точки зрения, этого, люди говорите же то, что город никогда не был хуже, как сейчас, из года в год, не надо лукавить. Вспомните, 10 лет назад, 15 лет назад на улице Пояркова машины утонули.
Посмотрите фотографии 20 лет назад, как был город, что он из себя представлял. Наш город семимильными шагами растет. И как и для любого города, который растет, нужно понимать одну вещь. Когда ты быстро растешь, значит, ты находишься на этапе стройки. Да, в основном идет стройка, и надо уже начинать благоустраивать. И именно поэтому фокус внимания сейчас перевернут на благоустройство. Мы будем заниматься сейчас благоустройством, начнем с дворовых территорий, дальше пойдем на водоотведение, и тогда уже будут выходить результаты от всего этого. Вы затрагивали тему тему переселения. Это вещь хорошая. Да? Людям некомфортно жить в ветхом жилье, и они все хотят жить в каменных домах. Но здесь возникает следующий важный фактор. Сейчас застраиваются те площади, те места, которые некогда были зелеными точками. Это вот 203-й микрорайон, да, возле реки место. Сейчас вроде, я слышала, даже Зеленый Луг собираются застраивать. Не знаю, правда это или нет, но во всяком случае я обеспокоилась. И мне кажется важным здесь учитывать, ведь у нас есть такие кварталы, которые действительно нуждаются в некой реконструкции. 17-й квартал, поселок Геологов, ну, я думаю, вы и сами их все знаете по именам. Вопрос, возможно ли перенести все-таки застройку в те неблагоустроенные кварталы, где это действительно необходимо, и постараться сохранить вот те зеленые места, которые всем нам дороги? Спасибо. Ну, я с вами абсолютно согласен, и с точки зрения строительства, первая площадка, на которой необходимо строить, это делать реновацию территории. То есть сносить и строить на этой территории. К сожалению, сегодня есть ряд обременений, которые не мы придумали сами, а которые сделаны в исполнении федерального законодательства. По 135-му федеральному закону были приняты зоны, которые отделяют от аэропорта. 7 зон. Вот самую большую проблему создал для города Якутска 7-я зона, 7-я шумовая подзона. Ну вот 50 лет назад, когда строился аэропорт, это было пригород. Вот посмотрите карты 50-летние, там, где находился аэропорт, там только начиналось какое-то строительство. Это было пригород. Сейчас это практически центр города. И, к сожалению, вот когда трассировка самолетов, они на взлет идут на сторону города. Роза ветров такая. Невыгодно и дорого, и мало коридоров, когда можно вылететь в сторону реки. Поэтому самолеты вылетают в сторону города. Любой самолет, который летит, он по законодательству сегодня имеет ряд ограничений. Во-первых, это высота зданий, которые можно строить на трассировке самолетов. А второе, это шумы, которые самолеты издают. И вот в той 7-я шумовая зона, это означает то, что когда самолет идет на посадку, вот остается след шумовой, где нельзя строить жилье. К сожалению, вот под все это дело попала практически половина города. Чуть меньше. Там, где нельзя строить. И печально, что туда попал 17-й квартал. 2-й, 4-й, 17-й квартал. Там 16-й квартал, там, где мы уже начали строить, но имеем сегодня эти обременения. К сожалению, эта проблема, она до недавнего времени не имела решения. На прошлой неделе вышло решение Роспотребнадзора о том, что с соблюдением определенных норм, там, толщина стен, использование стеклопакетов, да, можно будет строить. Мы будем строить там. Вы знаете, вот у нас, у всех, кто здесь живет в городе Якутск, у нас есть врожденное качество делать вопреки. Вот мы вопреки всем законам логики, законам природы построили самый большой город в условиях вечной мерзлоты. Вот, мы вопреки всему растем здесь. Вот на Дальнем Востоке, если вы ездите по городам, посмотрите, Владивосток тоже, да, комфортный, да, любой, кто приехал с Якутска, считает, что супергород, а он снижается в количестве людей, а мы растем. Поэтому вот нам теперь нужно сделать так, чтобы просто мы сделали этот вот город. Знаете, вот я сейчас в этом году сделаю на входе в мэрию миссию нашу. Вот у нас мы сформулировали миссию. Миссия – это не высокопарное слово, не высокопарное высказывание, а лишь то, что ты должен на корке мозга держать, когда ты работаешь в администрации или связанной с ней структурой. Вот мы за 10 лет должны сделать наш город образцово-показательным в условиях севера.
Можно уточняющий вопрос по с появлением Ленского моста поменяется схема обращения с отходами у нас в Якутске? Конечно, она станет рентабельной, безусловно. Сегодня нужно понимать, что мы живем в условиях блокады. Это нужно называть вещи своими именами. Вот смотрите, с точки зрения роста города Якутска, вот на одном из своих недавних выступлений министр обороны Шойгу сказал, что необходимо строить несколько городов, миллионников там, или там от 600 тысяч человек в Сибири, на Дальнем Востоке. Вот я считаю, что не нужно искать площадки. Вот есть город Якутск, и его кейс уникален. Мы за 20 лет без какой-либо поддержки и помощи сами выросли. Вокруг Якутска появилась не только центральная часть, но и своя субурбия появилась. Да, то есть мы ежегодно прирастаем примерно на 7,5 тысяч человек. Это одни хатасы. Вот огромные выросли вот населенные пункты, как деревни вокруг города Якутска. Поэтому и все это дело, оно живет в условиях транспортной блокады. Надо вещи называть своими именами. Около 100 дней в году мы вообще лишаемся всей возможности доставить сюда стройматериалы, продукты питания, потому что межсезонье и все. Поэтому, если будет построен мост, городская агломерация начнет работать на 2 берега. Это произойдет сразу. Сразу в экономически активное пространство включится Павловск, все, что рядом сбоку, и это все превратится в одну агломерацию. Я говорю, когда агломерация, это означает то, что люди, живя в Павловске, могут работать в Якутске, люди, живя в Якутске, могут иметь дачу в Павловске. И все, это начнется одно пространство брулить, и мы сразу же начнем расти еще быстрее. Поэтому с этой точки зрения мост, он необходим с точки зрения развития не только снижения стоимости чего-то, но и в том числе развития работы с мусором, с переработкой всего этого дела. Почему вы постоянно оперируете этой цифрой 10 лет? Неужели это какой-то такой блок, который обязательно должен пройти, чтобы мы все это увидели? Через 10 лет будет 400 лет города Якутск, 2032 год. Вот смотрите, когда управляешь городом, да, есть четкое понимание того бюджетирования, процесс бюджетирования, принятия тех обязательств, которые ты, как руководитель, берешь на себя и должен сделать. Вот мы сейчас живем в условиях реализации бюджета по программно-целевому подходу. То есть есть определенные программы федеральные, есть целевые показатели, и под них нужно построить развитие города. Вот на 5 лет уже все вперед расписано. Можно хоть что говорить, но больше денег ты не найдешь. Если ты, вот я про себя говорю, если я больше денег не найду, мы больше не сможем сделать. Поэтому вот мы расписали наше видение, как это можно сделать в течение 10 лет, поэтому мы говорим за 10 лет. Любая цель, в моем понимании, она должна быть определена во времени и в показателях, к которым мы должны прийти. Поэтому можно говорить мечтами, а можно говорить целями. Вот 10 лет – конкретный результат. Вопрос у меня такой. Вот тоже говорили о том, что вы народный мэр, да, и так далее. Вот. И как на вас влияет, так скажем, тень Сарданы Авксентьевой, да, человека, который построил очень хорошую сейчас политическую карьеру, строит сейчас, да? Как влияет это, да, как на вас лично и как на мэра, и вообще в целом? Народный мэр, не народный мэр – это такое определение. Сардана Владимировна – народный мэр, с этим не спорим. В результате выборов я могу сказать, что там 44% у меня и 39% у Виталия Валерьевича Бедина было. Поэтому я четко себе понимаю, что половина избирателей, они имели иной взгляд. И моя задача сделать так, чтобы и эти граждане были довольны результатом работы. Поэтому здесь я не живу в иллюзиях, я твердо понимаю, в каких условиях приходится работать. Это условия сложные. Сложные, когда половина города уже, в принципе, избирателей, оно относится к любым шагам с негативом, там, к каким-то, поэтому нужно заслужить. Понимаешь? Вот я для себя избрал роль, вот мы же исполняем роли. Вот я когда получилось выиграть выборы, я для себя сделал следующее заключение. Мне надо стать капитаном команды. Команда – это разные люди, абсолютно разные.
И капитан – это тот, кто приведет всех участников команды к желаемому результату. Желаемый результат – это, вот я вам о нем уже 1,5 часа говорю. Вот придем к этому результату, я буду считать, что моя задача выполнена. Прав я или не прав, но я буду видеть это по результатам 10 лет. Но сегодня мы избрали этот путь, и по этому пути мы должны пойти. С точки зрения Сардана Владимировна, как я к ней отношусь, ну, я могу сказать то, что этот человек сыграл в моей жизни огромную роль. Да? И если бы не Сардана Владимировна, я бы никогда в жизни не согласился прийти в госсектор управления. Я работал сам в корпоративном управлении, значит, во время избирателя много было грязи пролито там, много предприятий открывалось, закрывалось, но ни одно из них не банкротилось, да, к слову сказать. Там придумали даже название, но я могу сказать то, что реально люди, которые занимались предпринимательством, они понимают, что иногда предприятие создается под проект. Проект реализовал, дальше надо его закрывать, потому что с этими учредителями вы свою задачу выполните. Ну, вот, я управлял бизнесом, я управлял большим предприятием и, в принципе, работал бы в корпоративной среде. Ну, Сардана Владимировна мне разбудила во мне значит, то, что было, и привела в эту работу. Она для меня остается и есть, и будет наставником, человеком, к мнению которого я всегда прислушаюсь, и человек, который даст всегда дельный совет. Давайте поаплодируем. Давайте зададимся таким вопросом. Друзья, среди вас есть многие, кто активно, скажем так, активно хочет послать какие-то месседжи в общество. Но почему мы не пользуемся теми способами проявления своей гражданской позиции, которые регламентированы, допустим, уставом города? У нас есть, допустим, представительный орган, наша Якутская городская дума. Вот, поднимите руки те, кто знает своего депутата, допустим. Кто знает депутата от своего округа? Я поднял. Гость поднял. Ну, я думаю, это такая, на самом деле, очевидная проблема. То, что народ не знает, грубо говоря, своих избранников, тех, кто должен, на самом деле, их мнение передавать. Ну, тут, наверное, такой тогда комментарий хотелось бы получить. Почему мы таким способом не проявляем свою гражданскую позицию? Почему мы не взаимодействуем с нашими депутатами? Либо же почему мы не участвуем в тех же общественных обсуждениях? Они ведь проводятся, и не только там, самой администрацией города, и администрациями, точнее управами. Вот давайте узнаем. Я довольно-таки активно стараюсь следить за политической повесткой, да, и своего города и вообще всей страны. Ну, например, да, вот депутата от своего, который представляет мои интересы в Гордуме, я не знаю. И это большая проблема. Заключается в том, что люди, которые там, они как будто отделены от простого населения, какой-то неизвестностью. И чтобы этой неизвестности не было, нужно, наверное, ввести задачу, чтобы была какая-то единая платформа в уже созданных социальных сетях для работы с населением. На самом деле могу сказать одно, то что действительно по освещению уровня тех задач, которые мы включаемся и работаем, сегодня оставляет желать, есть куда развиваться, потому что, почему? Здесь, когда в повестку включено население, население опять же начинает принимать участие в соучастном проектировании. Правильно сейчас так называется, когда население само начинает принимать участие в принятии решений на уровне целеполагания. И когда население согласно с тем, что это общая цель, а не цель, которая появилась где-то в кабинетах, то тогда другое дело. Вот мы сейчас начали программу благоустройства дворовых территорий с этого года. Вот сейчас вот мы начинаем соучастное проектирование. Сейчас как выглядело? Вот мы все спешишь, все надо быстро сделать. Программу уже в этом году только запустили. Не было готовых ПСД, быстро за зиму его разрабатывали, потому что не было люфта времени. Делали сами. Потом уже, когда было готовое ПСД, пришли во двор к жителям, спрашиваем, вот как вам надо? Вносим корректировки. Нет, нам не нужна здесь детская площадка, давайте парковку. Проголосовали, все, давайте. Сейчас мы как это сделаем? Мы сделаем воркшопы, чтобы это сделать вместе с жителями. Как там ограничения по коронавирусу пойдут все,
либо очно, ну, конечно, хотелось бы очно, собрать людей за столы, чтобы жители конкретного двора приняли участие. Вот здесь нам нужно оставить озеленение, здесь ТКО, ну, как бы вот на схематично и на основании этого тех задания сделать и сделать проект. Тогда люди будут видеть, что это проект, который не нарисовал архитектор где-то там, а это то, что мы с Марфой Петровной там, или с Василием Васильевичем, сидя вместе, нарисовали. Это наш проект, который реализуют ребята. Это наш двор, мы его будем, это мой двор, и я его буду оберегать. Вот задача такова, чтобы не только сделать двор, но и сформировать в каждом дворе устойчивые коллективы, которые могли бы жить вот так вот в одной ячейке. Ну, Инстаграм услышано, согласен с вами полностью. Не в городе Якутске, а в целом в стране нашей, ну, мы очень сильно политически безграмотны. Например, в том же США, как бы люди очень политически активные, а у нас, к сожалению, это только если ты прям вот сидишь и разбираешься, но это же должно быть легко доступно и легко понятно. Это вот реально, кто меня представляет в Думе. Почему так? Так не должно быть, я согласна. Но я не считаю, что это ошибка, опять-таки, людей. Это какая-то немножко как будто бы наше государство, это в их интересах, чтобы мы были политически безграмотными. Должно идти, получается, субъект-субъектное взаимодействие. Ну, как-то да, это нужно, ну, чтобы рассказывали об этом открыто, опять-таки. Я не могу сказать, как, да, но я и не должна говорить. Как сказал сам Евгений Николаевич, за все ответственен один человек. Вовлеченность в политическую повестку населения города Якутска, я скажу, что она выше, чем по всей России в среднем. У нас явка на последние выборы составила больше 50%. Это означает, что мы политически очень активный город. Поэтому я удивлен, как вы не знаете своих депутатов, но скоро 23-й год, вы их явно узнаете. Они пойдут по дворам, они пойдут по этому, но здесь я вот эту точку зрения завтра выскажу коллегам-депутатам, то, что плохо, что избиратели и молодежь вас не знает, и это упущение вас, а не кого-либо другого. Потому что сегодня власть, любая власть уровня там, депутата горсобрания либо илтумена, она должна работать с населением в одном векторе, в одной коммуникации, одним понятийным аппаратом, одними словами. Иначе ты не поймешь, о чем думает население, а население не будет разделять твоего вида работы. Именно по этой причине что должно сделать государство? Ну, во-первых, что мы должны сделать? Я для себя сейчас делаю практику, ну, она давно у меня есть, я делаю выезды. Постоянно езжу на территорию. Многие ругаются, что это он тут, во дворах, а не в кабинете. Но у меня такой стиль работы. Я когда приезжаю в какой-либо двор или что-то, у каждого свой стиль работы, да, от этого я не начинаю думать по-другому. У меня все, ну, там же на месте принимается решение. Мы начнем сейчас это делать вместе с депутатами. Я буду на свои объезды приглашать депутатов, горсобрания в первую очередь и госсобрания, чтобы они вместе со мной приезжали, а еще лучше начали ездить сами, постоянно, еженедельно, и уже транслировали проблемы избирателей на уровне, ну, не просто одной встречи, а постоянно. Я, допустим, еженедельно выезжаю, и каждую неделю я где-то точно в каких-то дворах, реально, чтобы картину постоянно чувствовать своими ботинками, я это называю. Ну и все-таки мы сегодня увидели с вами то, что в действительности своих депутатов знают очень малое количество, и единицы мы с вами знаем, да. Но это на самом деле, да, общая проблема, я все же считаю. Само собой, вот Евгений Николаевич нам сегодня сказал о том, что завтра на встрече с коллегами об этом обязательно скажет, об открытости представительного органа. Но в то же время мы с вами, друзья, как представители молодежи, мы же должны понимать, что они будут открыты, и мы должны тоже навстречу какую-то идти. Евгений Николаевич, что вы будете делать, если вас все-таки не изберут во второй раз на пост мэра? Что я буду делать? Да. Ну, я буду работать однозначно. Я буду, знаете, я надеюсь, я отработаю так, что люди увидят результаты, да, и поэтому, если мы, я имею в виду, мы нашей команде не удастся это сделать, и мы следующий выборный процесс, ничего страшного, будем заниматься другой работой. Весь мир открыт, куча возможностей, чем только. Вы знаете, я же изначально начал заниматься как предприниматель. Отрасль предпринимательства, она удивительна тем, что любой предприниматель видит возможности, а не проблемы.
вот любая возможность, любая проблема на самом деле это возможность. Нужно просто правильно ее интерпретировать, чтобы начать заниматься чем-то. Поэтому мир полон возможностей заняться всем угодно, всем что угодно. Спасибо большое, аплодисменты. Евгений Николаевич, какой вы совет дадите сегодняшним участникам аудитории? Потому что такая аудитория, все такие умные. Наверное, очень важный навык современной жизни – это возможность уметь слушать и слышать. Да, поэтому мы очень разные. Я хочу пожелать вам каждому терпения и мудрости уметь слушать собеседников, слышать их и, исходя из этого, принимать какие-то решения. Ну и, друзья, наступил тот самый момент истины, когда вы можете поменять свое мнение. Пессимист, который решил, что мнение оптимистов его стало ближе, может поменять свою позицию. Также наоборот. Мгм. Ну и давайте вы немного подумаете и на счет 3, наверное, перейдете. Давайте. Подумали? Решили? Мгм, решили. Давайте. 1, 2, 3. Переходим. Меняемся. Все остались при своем мнении? Мгм. Ну, давайте буквально по 1-2 комментария с каждой стороны, почему все-таки остались при своем мнении. Потому что действия должны соответствовать словам. Ну, и, может, в будущем посмотрим, может, как-то в будущем я поменяю свое мнение о нашем мэре. Всё. Мгм. Хорошо. Оптимисты? Желаю Евгению Николаевичу, чтобы он достойно, под его руководством мы отметили юбилей нашего города. И вот хотелось бы, конечно, чтобы мы и достойно в следующем году отметили столетие нашей республики, чтобы нас летом и в другие времена года Якутск всегда радовал, всегда был чистым. И летом, надеюсь, что вот сколько у нас миллионов цветов будет посажено, будет радовать глаз жителей и гостей нашей республики. Спасибо. Евгений Николаевич, кто из наших участников понравился вам сегодня больше всего? Ну и хотелось бы, чтобы вы его назвали и вручили свой презент. Давайте сделаем так. Мне все понравились. Ну, давайте вот, а кто моложе всех по возрасту? Ну, я хотел бы, вот, потому что я сегодня подобрал книжки, мне сказали, дети будут. Оказалось, люди, которые могут меня чему-то научить. Поэтому вот, вряд ли... Пожалуйста, мы тебя просим. Да, тем, кто постарше. Аплодисменты. Так, ну и перед тем, как вручим, давайте узнаем, собственно говоря, о том, кого мы сегодня выделили. Немного, пожалуйста, расскажи о себе, представься. Ага. Меня зовут Наговица Садарова, я студентка Намского педагогического колледжа. Я осталась при своем мнении пессимистов. Ну, вы лицо, вы как бы отвечаете за Да, правильно, я сам пессимист, я рядом с вами стою. Ну, как-то так. Здорово, давайте поаплодируем. Ну что, друзья, мы на этом заканчиваем нашу программу. Сейчас у нас есть время, небольшая возможность еще немного пообщаться с нашим мэром, ну и вместе с ним сфотографироваться. Пожалуйста, приглашаем вас всех сюда. Прочитаешь. Пожалуйста, подходите, общайтесь, задавайте свои вопросы. Это была программа «Я молодой» и ее ведущий Антон Васильев. И Саша Маркова. Будем развиваться вместе. На благо себя и нашей республики. Мнение о сегодняшней программе у меня сложилось очень положительное. Как всегда, был рад общению с молодежью, потому что молодежь у нас имеет возможность иметь свою точку зрения, говорить ее открыто, иметь незашоренный взгляд. Поэтому вот это общение, оно для меня имело вид не только выступления или ответа на вопрос, но также формирование некого взгляда, который имеет сегодня молодежь. Получилась отличная стратегическая сессия. Я считаю, что мы поговорили на очень правильные темы, получили хорошую обратную связь. Поэтому
сам формат очень хороший, понравилось. Буду рад еще пообщаться с молодежью при любом другом удобном случае. Спасибо.